О, привет, Серега! О, привет, Саша! Пока я сидел в туалете, у меня появилась отличная идея! Какая, Саша? Давай снимем передачу, как у Урганта! Как у Урганта? Так он же очень популярный ведущий, Саша! И мы станем популярными! Сегодня в выпуске интересные новости Республики Саха-Якутия, приглашенный гость Анастасия Груздева и специальная рубрика с Сергеем Скрябиным. Всем привет! По начальному скетчу, скорее всего, вы поняли, что мы решили сделать шоу как у Урганта. Ну, почти чуточку отличаться будет. Звукорежиссер у нас Сергей Скрябин, а я Ластрукин оператор, а ведущий я, Павлов Александр. Смех закадровый из интернета. Поехали! Ну и сразу же к новостям. Учитель Голландии купил себе пуховик, да очень теплый, а у них в Голландии всего лишь минус 10. Где же его протестировать? Посмотрел на карту, увидел там нашу республику, узнал, что там очень холодно и решил туда полететь. Купил он билеты, студенты говорят, что вы с ума сошли совсем. А он что, взял да и провел еще у нас урок по математике. Ну неужели не красавчик, а? Якутские школьники начали производство чипсов из карасей. Будет ли там картофель, пока что непонятно. Следующая новость. Якутия вошла в топ-20 самых популярных у иностранцев регионов России. Классно, да? Минус 50 люди гулять приходят. Я не понимаю, зачем. Последняя новость на сегодня. Пенсионерка из Амги покоряет мировые кинофестивали. К старости лет она получила звездный час свой, снявшись в одном фильме, и сейчас ходит по различным красным дорожкам и получает кинонаграды. Ну, не прекрасно ли это? Ну и на этом все, новости на сегодня закончились, так что перейдем к следующей нашей рубрике. Сегодня у нас в гостях не только обладательница самых заснеженных ресниц в мире, но и еще и 55 тысяч подписчиков в Инстаграме. Анастасия Груздева. Привет. Ну что, привет тебе еще раз. Там мы за кулисами все-таки познакомились, да, привет тебе сказали. И сразу же перейдем к вопросу первому. Как повлияла популярность на твою жизнь повседневную? Может быть, кто-нибудь на улицах узнает? Нет, такого нет. Я бы сказала, даже если никто не знаком с моим инстаграмом, то есть в жизни они меня не узнают. Особенно сейчас, когда уже морозов нет. И, то есть мы сидели в компании, знакомились с девочками, и они узнали, что это моя фотография, только когда подписались на меня. Ну, повлияло ли на мою жизнь это все? Ну, пока нет, разве что... То есть вот как вам я даю интервью, то есть без этой ситуации я бы с вами, может, со всеми и не познакомилась, да? Вот, только в этом плане, то есть это знакомство с какими-то новыми людьми. Вот, давай посчитаем, сколько у тебя было подписчиков до этой фотографии. Вот у тебя две фотографии, правильно, с ресницами? Первая... Прошлогодняя. Прошлогодняя, да. Она была очень известной? Нет. Не настолько, ее как опубликовали вторая. в 9 гаг, и дальше это не пошло. А вот в этот раз 9 гаг опубликовала ее позже, первоначально растащили другие паблики. Сам Инстаграм тебя запостил, да, вроде как, да? И вот сколько у тебя было подписчиков до этой фотографии? Ну, второй, допустим. И сколько стало после этого? Было 3600, наверное, и стало, вообще доходило до 56. Но сейчас они сбегают, вот, потихоньку. Сейчас, 54,8, где-то так. Вот у тебя фотографии чередуются, и именно как-то там еда, семья, получается, да, и всё кот. Подряд, да, все подряд. И кот там есть часто очень. Что это за кот? Это моя шотландская кошка, Китнис ее зовут. И то есть с детства она привыкла фотографироваться, то есть она от меня не сбегает. Она сидит и ждет, пока я отпущу. И прям, наверное, умеет позировать уже, да? Нет, особо нет. Чем-то ее привлечь, все. Просто она не бежит от меня. Сколько ей уже? Ей 3 годика. 3 годика уже получается. Отлично. Так, ну и давай перейдем к нашему интерактивчику. Есть маленький у нас интерактивчик. Давайте. Будет по 2 фотографии показано тебе, и ты должна будешь угадать, где больше лайков. Хорошо? Допустим, первая фотография и вторая фотография. Как ты думаешь, где больше лайков? Могу еще раз показать? На первой, наверное. На первой, да? Да. Все верно. Тут 126 тысяч лайков, а вторая это 41 лайк. Это кто? Это Designed by Feo. Следующая фотография. И вот это. Как ты думаешь, где больше
лайков? Ну, наверное, это тот местный человек, это не местный, и возможно, что у него больше. Да? Почему ты так решила? Ну, может, какая-то знаменитость, я просто ее не знаю, а это местный, я точно знаю, что тебе сказать. Да, ну вот и все, вот. Да, все правильно. Да, это местный у нас. Наверное, все-таки ты знаешь тут некоторые фотографии. Да, давай-ка Возможно. следующая фотография. Не спрашивай, вроде. Следующая фотография. Сложнее. Скажу, что первая. Первая. Да. На первой больше. Ну, она мне даст. Мгм. Первое правильно, это у нас даже Вена в Австрии. А второе, это же ваша фотография. Это Ну как? моя, я не знала, я Да. смотрю, вроде знакомый, похоже на Вьетнам. Вот Ничего такие. себе, да. Мгм. Ну, просто это было 8. Да и давно, наверное, да? Не, Хотя не где сильно. год, ну почти год прошел. Следующая фотография. Мгм. Вот это вот. И вот это вот. Наверное, первая. Это У первой, да? Наташа, конечно, У первой больше. 3700 лайков здесь и 14 тысяч лайков здесь. Это у нас 3700 и на второй 14. больше. Да, Мгм. ну это у нас верифицировано Мгм. уже, там Мгм. это известный профиль довольно-таки. Ну и вот эта фотография, Мгм. и вот эта фотография. Скорее всего, это опять какого-то, нет, извините, с какого-то паблика известного, у нее Мгм. будет больше. Хорошо, все верно. А это у нас Да, это местная мы модель. сибирские. Мгм. Ну и на этом все. Да, спасибо за интерактивчик такой быстренький. Спасибо. Такой вопрос. У меня есть инстаграм-профиль, он пустой. Я бы хотел его развить. Как мне стать популярным вообще в инстаграм-среде? Я не знаю, я веду свой профиль не знаю уже сколько, и то есть до этого я думала, что вдруг мою Китнис где-нибудь опубликуют, да, но получилось наоборот, опубликовали меня. И на самом деле я даже, ну, то есть если делать это как-то специально, ну, это, наверное, очень сложно. То Очень есть, сложно. да, чтобы вот, ну, надо сделать что-то такое, может, что-то удивительное, наверное, да, вот как эти фотографии с ресницами, чтобы именно, ну, что-то потрясло. А так, ну, блин, не знаю, очень сложно. Правда, потому что я знаю очень много профилей, которые реально крутые, но, ну, то есть у них подписок, ну, как бы меньше, чем у меня, да, я, по сути, ничего такого не делала. Они стараются, специально все это выстраивают, да, но как бы у них не так получается. И мне было даже, ну, изначально некомфортно, потому что, ну, действительно, кто-то, ну, делает это платно, да, то есть кто-то платно покупает все эти подписки, чтобы у них вот количество подписчиков возросло. Тратить, ну, довольно-таки большие деньги, а мне пришло это так вот просто. Ну да, рухнула на голову. Да, резко. да. И Инстаграм как бы, решил да, репостнуть, получается, да. 9 Я, кстати, узнала это не сама, это мне даже кто-то там постоянно скидывал, где меня опубликовали, какие-то газеты, то есть я даже не сама узнала, что Инстаграм там репостнул и так далее. Мгм. То есть ты не можешь мне дать каких-либо советов, да? Ну, как бы если хочется, то, наверное, просто нужно делать, что тебе нравится, то есть публиковать, что тебе нравится, может, там, искать какие-то, ну, вот, те же странички по интересам, они там постоянно устраивают какие-то мероприятия, там, обмениваются там подписчиками и так далее, ну, типа CFC. То есть, если хочется, то можно, наверное, этого добиться, но как-то специально это делать, ну, надо тоже, наверное, уметь просто. Нужно уже уметь, получается. Ну, не уметь, а Инстаграм постепенно, может, как-то учиться, научиться, да, да, все всё постепенно. Да, ну, Если есть какая-то цель, ее всегда можно достигнуть, я думаю, если она, ну, это действительно цель. ну все. У меня вот цель есть стать популярным в Инстаграме. Может, прямо сейчас мне начать что-нибудь, допустим, может, хотя бы селфи с тобой сделать, а? Хоть Давай. что-нибудь, да, и перейдет ко мне, может быть, а? Давай. Давай, я сделаю как раз таки. Я сейчас сторис добавлю. Сторис? Да. Ну, отлично. У меня телефон там. На эту фронтальную камеру. Как сфоткаться? Как ты думаешь, как удобнее? Ну, это мутная какая-то. Да, там изнутри грязный. О, чуточку. нет. Первое, что нужно, это, конечно, качественный контент. Мгм, качественный контент. Есть у кого телефон хороший, а? Нету? Нету? У всех, Серьезно? да. Ну, на мой потом сфоткаюсь. Да? Ну, спасибо тебе за прекрасные ответы. Наверное, на этом все, я думаю. Как вы Спасибо думаете? вам за приглашение. Да. Было приятно познакомиться. Ну и на этом все, ребята. Пока. Пишите в комментариях, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы к ней, да? Спрашивайте. Мало ли, мы скинем ей, и вы
Я потом увижу, Да, могу да, там всё ответить. верно. Да. Следующая рубрика с Сергеем Скрябиным. Серега, ты придумал рубрику свою? А? Ну, как бы, да, можно же, типа, петь акапельно. Ну, пой давай, что-нибудь. Black Bacardi, танцы. Ты дурак, что ли? Это дурацкая песня же, нормальную песню какую-нибудь, давай. А? Так, сейчас, подожди-ка. Вот. Мы с тобой звездопад, 2 билета на паром, танцевали до утра под неоновым дождем. Мы меняем города, обстоятельства на сон, откровенное вчера, ты сегодня мне никто. Медуза, 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 мы друзья. Медуза, медуза, мы друзья. Медуза, медуза, мы друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии. У меня нету своей фразы какой-нибудь запоминающейся. Оставьте комментарий, мы будем смотреть везде, там Джокер, YouTube, где только не будет это видео. Оставляйте комментарий, остроумный, моя фраза, эпичная. И больше всего набравший лайков получит билет в кино. Если, конечно, наши спонсоры не откажут нам в этом. Также оставляйте комментарии вообще любые, какого гостя следующим позвать. Подписывайтесь на Origin TV, на меня подписывайтесь обязательно. Подписывайтесь на Серегу Скрябина, на Аяла Острукина. Да и все, наверное. Книжка Тайпен, Джеймс Клавел. Глава 1. Чума, забери этот вонючий остров, проворчал Брок, окидывая взглядом пляж и поднимая глаза на гору. Весь Китай у наших ног, а что мы берем? Ничего, кроме этой голой растеклятой скалы. Он стоял на берегу, недалеко от воды, в компаниях других китайских торговцев. Вокруг небольшими группами стояли еще торговцы и офицеры экспедиционного корпуса. Все ожидали, когда офицер Королевского флота начнет церемонию. Почетный караул из 20 морских пехотинцев 2 ровными шеренгами выстроился у флагштока. Алый цвет их мундиров резал глаза. 8 склянок было время поднятия флага, продолжал Брок, охрипшим от нетерпения голосом. На час уже опаздываем. Какого дьявола? Кому нужны эти задержки в Бога душу мать? Ругаться во вторник. Плохой ёс. Мистер Брок заметил Джефф Купер, крючконосый американец из Бостона в черном сюртуке и лихо заломленном на бок фетровом цилиндре.